Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Путешествия по сниженной цене для жителей Дальнего Востока будут осуществляться обновленные и субсидированные рейсы. Сезонные заработки или кому выгоден коронавирус, правительство продлило доплаты медикам за борьбу с ковидом. Не только оленеводство, но еще и рукоделие. Расскажем о мастерице из Нерюнгринского района. Очное обучение в школах приостановили для первых 8 классов столицы республики из-за низкой температуры воздуха. По состоянию на 6 часов утра по якутскому времени в городе зафиксировано минус 48 градусов. Ветра нет. Росавиация объявила результаты конкурса на получение субсидий для авиаперевозчиков. Рейсы будут совершать 7 авиакомпаний. Сообщается, что по субсидированным билетам для всех жителей Дальнего Востока без возрастных ограничений рейсы будут осуществлять следующие авиакомпании: Алроса, Аэрофлот, Редвингс, Якутия, Ир-Аэро, авиакомпания Сибирь и Уральские авиалинии. Напомним, льготным категориям относятся граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие лица, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие, инвалиды с детства второй или третьей группы и граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетного семейства. Тем временем сразу 2 туристических маршрута Якутии объявлены лучшими в стране и стали победителями конкурса «Открой свою Россию» проекта Агентства стратегических инициатив. Конкурс стартовал в июле и проходил в несколько этапов. Из 30 маршрутов финалистов жюри выбрало всего 10. Что предложили якутские туроператоры и чем привлекли экспертов, расскажет Айсена Бурнашова. Полюс холода – самая холодная точка северного полушария. Вы сможете проехать в рамках этого маршрута на собачьих упряжках, окунетесь в шаман-ручей. Посетить Аймякон, познакомиться с Чесханом, ощутить те самые якутские минус 50. Шестидневный зимний тур «Дыхание северной земли». Путешествие на полюс холода уверенно вошел в десятку победителей. Его автором является команда «Синяя тур». С контрастами северной земли познакомил еще один проект-победитель «Открой неизведанную Якутию». В программе летнего тура Ленские и Синские столбы, песчаные дюны, сплавы по рекам и рыбалка. Маршрут затрагивает и локации Якутска. За 5 дней, по мнению авторов, туристы познают не только местную культуру, но и себя. Природа станет их главным проводником. Это и оценили на конкурсе. Мы создаем продукты, отвечающие потребностям настоящего туриста. Не сверху вниз диктуем, как туроператорам создавать свои продукты, а делаем это вместе не только с предпринимателями, но и с непосредственно самими туристами. Мы разговариваем, мы спрашиваем, что вам понравилось, что не понравилось, что бы вы хотели еще интегрировать в маршрут. Не просто путешествие под ключ, но и безопасное, комфортное, отвечающее требованиям современного туриста. Это основные критерии отбора финалистов. Помимо основного конкурса, эксперты также определили и десятку победителей на соискание статуса национального туристического маршрута. Эти проекты будут продвигаться на внутреннем и внешнем рынке. И Якутия снова в числе лучших. Мы в своем отборе отдельный акцент делали на именно стандартах качества и на уровне предоставляемых услуг. И я сейчас с огромным удовольствием эти маршруты назову. «Открой неизведанную Якутию» — активный тур по Якутии, естественно. Якутия действительно неизведанный край с богатой природой, многовековой историей и живыми традициями. И загадки нашего края предстоит разгадать еще многим туристам. Только за уходящий 2021 год республику посетили свыше 100 тысяч путешественников. Уже в следующем году, по мнению экспертов, эта цифра станет больше. Открой свою Россию! Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва.
В России вводят обязательную дактилоскопию для трудовых мигрантов. Иностранные граждане обязаны пройти эту процедуру, а также фотографирование и медосмотр в течение 30 календарных дней с даты въезда в страну. Трудовые мигранты и иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом режиме для долгосрочного пребывания, теперь должны проходить эти обязательные процедуры и для законного нахождения на территории Российской Федерации обязаны иметь об этом подтверждающие документы. Аналогичная схема предусматривается при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Кроме того, трудовые мигранты обязаны в течение 30 дней пройти в медицинских организациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. Многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через единый портал госуслуг с будущего года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение 7 рабочих дней. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей. Средства можно использовать для погашения кредита, на покупку жилья или его строительства, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Объем федерального финансирования программы в 2021 году составил 68 миллиардов рублей. Также правительство продлило на 2022 год доплаты медикам за борьбу с ковидом. За работу во время новогодних праздников по решению президента медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере. Средства получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций. Отметим, что Кабинет министров выделит на эти цели 128,5 миллиардов рублей. Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19. На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины. Иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции. В Минздраве также отметили, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию. 11 новых медицинских мобильных комплексов на базе КАМАЗов передали больницам республики. Глава Якутии Айсан Николаев торжественно вручил ключи главным врачам районов. Автомобили с повышенной проходимостью были закуплены в рамках национального проекта здравоохранения. Общая стоимость транспорта составила 235 миллионов рублей. Передвижные мобильные комплексы предназначены для оказания медицинской помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации жителей малонаселенных и труднодоступных территорий. Техника оснащена всем необходимым медицинским оборудованием. Есть тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы, холестерина, весы с ростомером и не только. Компьютеризированное рабочее место позволит заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде и отправлять в общую базу данных. Также данные медицинские комплексы будут использоваться во время пожароопасного сезона и во время проведения паводка, потому что у нас есть зоны подтопляемые, и некоторые населенные пункты вот как раз-таки могут быть под угрозой оказаться. И на данных медицинских комплексах мы сможем развернуть медицинский пункт и оказывать как экстренную, так и неотложную медицинскую помощь на базе как раз-таки этого вездехода. Вот, и сможем пробраться в любую точку нашего улуса для оказания медицинской помощи нашему населению. Согревают в холода натуральные меха. Село Иенгрени Рюнгринского района славится не только оленеводством, но и рукодельницами, изготавливающим и унты, и шапки, и национальные костюмы, а также сувенирную продукцию. В гостях у одной такой мастерицы побывал Сергей Козюра. Так, вот сперва кабли. Вот это все мы с дыру убираем. Это как лишний, да? Да, вот это все сверху убираем. Вот это вот все. Шить Альбина Николаевна начала в раннем детстве, продолжив хобби своей мамы. Еще в молодости была приобретена эта швейная машинка, которая исправно служит по сей день. Но прежде чем приступить к выкройкам и пошиву, нужно хорошо обработать шкуру. И тут у мастерицы есть свои секреты. Когда мы выделаем, мы это
лекарство делаем оленьи мозги. Оленьи мозга. Ну, с головы. Ее кипятим и на воде, и вот этим мы мажем шкуры. Чтобы она... Да. Нет, она не жирная, она ну, такая. И она мягче выделывается. И прочность хорошая. А вот этими всякими химикатами мы не делаем, короче. Мы все свое у нас. Может, печень оленей тоже вот так кипятим. Если мозг нету, то печень кипятим и мажем вот это все. Все натуральные продукты, Да, причем да, даже все да. в одном олене. Да. Все от оленя, ага. Шкуры для изделий Альбине Николаевне приносят местные оленеводы и охотники-промысловики, так как все в селе знают ее профессиональное увлечение, а инструменты для выделки изготовил своими руками, еще будучи жив ее супруг. Вот это вот кадыря называется. Кадыря. Да. Она делается на палке. И мы вот, когда мокрую шкуру начинаем выделывать, ну, готовим к выделке, мы ее мочим, и вот этой кадыря мы эту мокроту убираем. А воду выгоняете? Да, воду, вот эту вот так убираем все. Вот это чучун называется. Чучун? Да, чучун. 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 Да. Когда вот это выделываем, лапы, мы вот так делаем, вот, чтобы она прямо шла вот так вот. И сушила вот так вот. Во время праздников в Венгрии регулярно проходят фестивали народного творчества, на которых местные мастерицы, такие как Альбина Николаевна, выставляют на показ свои изделия, которые могут быть достойным подарком к Новому году. Сергей Козюра, Нерюнгри. Ну а в Ленске открылся каток для массового катания на коньках. В выходные желающих провести время с пользой было хоть отбавляй. Чтобы получить инвентарь, нужно было выстоять большую очередь. Наши коллеги поделятся подробностями. Екатерина Тарасевич сегодня впервые встала на коньки. Женщина пришла на каток с дочерью, которая терпеливо обучала маму азам фигурного катания. Девушки улыбались и шутили по этому поводу. Потом, взявшись за руки, вместе проехали первые круги. Ну вот, девочку, да, обучаем. И сама первый раз стала на катки прям вообще. Да? Получается? Не очень. У Екатерины, как у новичка, отлично все получалось. Она уверенно стояла на коньках, и ей удалось за 2 часа ни разу не упасть. Женщина осталась довольна и добавила, что теперь каждые выходные будет находить время выбраться на каток. А вот Ярослав Шафранский на коньках стоит уверенно. Может и показать несколько трюков. Он постоянный посетитель катка. Каждые выходные это интересно. Учусь кататься. Познаю катание, так сказать. Я прихожу с друзьями. Ну, кататься, так сказать, я не умею особо. Просто чисто прихожу для кайфа кататься. Ярослав с друзьями пробыл на катке более 4 часов. Периодически греясь в теплой раздевалке, снова выходил на лед. Так здесь делают многие. Как и прежде, прокат бесплатный. Коньки в наличии любого размера, от малышей до великанов. И хватает инвентаря для всех желающих. Да, инвентаря хватает. Практически получается то, что одни сдают, другие берут. И как бы у нас особо нет, что кто-то ожидал. Здесь все. А у нас прокат бесплатный. Наталья добавила, что посетителей очень много. Идут они с утра до самого закрытия. Работаем мы 2-ю неделю, посещаемость хорошая. Ребятишки ходят с большим удовольствием практически. И все довольны, рады, веселые выходят. И туда заходят, там у нас музыка хорошая. Вот, так что мы очень рады, и они рады нам. Ждали, кстати, очень долго, когда откроется. Каток будет работать все новогодние выходные с 12 дня до 8 часов вечера. С 3 января откроется лыжная база. Для нее закуплены новые тюбинги и лыжи, которыми могут также бесплатно пользоваться все посетители. Для отдыхающих откроется и буфет, где можно будет приобрести свежую выпечку и горячий чай. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 2 якутских фильма попали в топ-15 лучших российских фильмов по версии Esquire. Так, фильм «Нуч» Владимира Мункуева отмечен как первый заметный и удачный эксперимент по объединению витальности якутского кино и экспертизы кино московского. Драма о якутской семье, вынужденной содержать русского ссыльного. А вот кинокартина «Ит» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова стала настоящей деревенской прозой, которая угасла в русской культуре с уходом Шукшина и Распутина. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.